вот этих базовых свойств группы профориентации возникают сами. Это не означает, что раз ты какой-нибудь, Максим, значит, тебе место в бухгалтерии. Конечно, в бухгалтерии тебе место. Конечно, лучше всех ты вот эту бухгалтерию. И они тебе сдавать будут вовремя. И ни один инспектор там какой-нибудь проверяющий, он к тебе не подкопается, потому что у тебя идеальная логика, и ты знаешь законы, и ты стоишь на своем, и пусть он тебе будет объяснять до посинения, почему ты ему должен взятку дать. А он не даст, потому что нет причин. Вот. То есть придется убивать его, потому что он все хорошо понимает. Вот. Понимаете, нет, не обязательно. Они, конечно, они даже бывают и журналистами, но они, знаете, они не быстрые, они не угадывают события. Но по прошествию событий, аналитику за неделю, например, они ее собирают, делают, у них связываются все концы, они, в общем, идут за деньгами, смотрят, кто где, и, в общем, смысл выводят очень хорошо. То есть не очень важно, где ты работаешь, важно в каком стиле. Если ты не рвешься там быстро-быстро, задрав пост, за едой там и гоняться, то, в общем, и наживать себе психоз, то, в общем, может получиться. Вот. Ну, также и все остальные 4 группы вот этих вот, они этим и должны заниматься, понимаете? Они очень эффективны в своих вот этих сильных функциях, и там любо-дорого смотреть. Во-первых, они сами заводятся, они такие успешные, они лучше всех знают, что они успешные, что у них получилось. Ты еще можешь не оценить, а он говорит, ты еще, я все ничего вообще. Вот. И если вы их уважаете и не грустите по слабым функциям, то они довольны жизнью, работают хорошо, никуда не собираются уходить, сами повышают квалификацию. Ну, во-первых, она у них еще и повышается, потому что раз они работают, да, любая деятельность квалификацию повышает. Даже если все равно. Ты все лучше и лучше там копаешь свои сугробы. Вот. И с удовольствием вообще работают и ценят, что их здесь ценят, и не заставляют там вместо этого что-то другое там делать. И это, в общем, очень хорошо, там лояльность проявляется, и удовольствие. Ну, то есть все вот эти самые soft skills, которые вы пытаетесь там через какой-то задний проход, там что-то такое, всем ходить в розовых кофтах с бантами, всем улыбаться, тогда будут soft skills. Ерунда. Если создать человеку приличные условия, и все, он будет лоялен, и будет энтузиазм проявлять, и с удовольствием на работу ходить. Все, смысла нет. Вот. Значит, понятно, да? То есть нет проблемы профориентации. Конкретную деятельность, да человек, если ты его развиваешь, ему вот эти сильные функции, он и без себя выберет. Ты можешь совсем быть не близок к этим профессиям, а он и без себя выберет. Потому что у него же там появляются и знакомства, интересы, и литература, и он на лекции ходил, куда-то, где-то, курсы повышения, все он уже посмотрел, он уже знает, чем он хочет заниматься. Если ты хочешь развивать свои таланты, то есть ту зону информации, которая тебе дается легко, где у тебя инсайты, где ты испытываешь творческий подъем, и что-то хочется выдумать, и все тебе удается, то ты должен по сильным функциям работать. Ну, потому что там огромные каналы, туда все липнет, и все там раскладывается. Вот. Поэтому если ты, например, сенсорик, у тебя воля настоящая, ты можешь, значит, там всех заставить, или наоборот, всех там приголубить, люлей раздать и все такое, и у тебя логика сильная. То есть ты знаешь, кому чего и как делать, а кто не знает, тому ты можешь объяснить, разложить вот это все, то это группа управленцев. Потому что тот, кто объяснить не может, хреновый управленец, и тот, кто заставить не может людей там не пьянствовать, а наоборот кирпичом укладывать. То есть и дисциплина, и технология, да, это сенсорик и логика. И значит, девочка или мальчик, или ты не в преклонных годах, если у тебя сильная сенсорика и сильная логика, ты управленец. И даже если ты думаешь, что ты там кино снимаешь, то все равно у тебя управление идет. Когда вы берете кого-нибудь себе на работу и определяете его тип, если вы грамотно его определяете, то вам, в общем, 30 минут хватит. Ну, хватит, но есть методики, как ты это делаешь, час. Это если ты уж прям, если человек уж совсем ну, правда, если он такой закрученный, то нафиг он нужен для работы, растение убрать, тоже можно правильно. Вот. А если он такой в порядке, то ты за 30 минут совершенно прекрасно определишься. И никаких испытательных сроков по 3 месяца. Вы все про него знаете. И куда его направить, а его дипломы в печку, например, выбросить, потому что они не соответствуют типу. И с кем он будет дружить, с кем не будет дружить. Ну, потому что инфертильное существо.
как его стимулировать вообще, какие у него жизненные стратегии. Да? Вы все вот это будете, или он перессорит вам весь коллектив, например. Понимаете? Вы все это будете про него знать сразу, потому что про тип это все известно. Это что касается кадровой работы. Ну и дом то же самое. Когда вы там партнера себе подцепили, тоже вы так полчаса с ним поговорили, и в принципе, может вас устроить такое, но вы понимаете, что это неуважение. Например, требует, чтобы вот эту любит заворачиваться зубной пастой, может, от него и не надо, это развить ваши отношения. Вот такая любовь, и чтобы отношения не разрушить, хочешь, вы закрутите же. Личные отношения, десятки лет. Да? То есть тоже есть какие-то приемы, которые, я уже не говорю о детях, что их мучить, когда ты понимаешь, какого это типа. Ты понимаешь, что его мучит, а что его самого не понимаешь, как пытается отстроить, как родители, а ты это понимаешь, что его какие-то таланты переучинять, когда ребята перестают по школьной программе гонять, а правда позволяет им там, например, математику не учить, а именно в театре. Ой, как они расцветают. Они такие нормальные становятся. Ну какие, знаете, все-таки там 17, 18 лет, 15, они уже крепкие такие, дети самоуверенные, а тут они уверены в себе, потому что у них все получается, у них успех там какой-то, их хвалят, они видят, что они лучше всех, вот так что-то. Это просто вот прям как жемчужина. Но если родители пришли к вам с ребенком, значит, они же соционически грамотные уже, раз они уже пришли. Не. Вы мою подругу 10 лет назад, она мне очень советовала, я пришла. Нет. Ну просто у нас была такая проблема. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы меня не забыли? Нет, я не забыла, мне просто не видно. Я знала. Меня зовут Ольга. Очень приятно с вами познакомиться. Я вообще рада, что я здесь оказалась. Я с соционикой познакомилась только на этой неделе, 3 числа меня тимировали, да, типировали, да. И, значит, продолжение разговоров про детей. Я прошу сразу всех извинений, если вдруг мой вопрос будет максимально некорректный или нелогичный, или настолько для всех понятный и актуальный. Может, вот. даже не цензурная лексика, я это понимаю. Я постараюсь держаться в рамках литературного языка. Но не исключено. Значит, вот меня интересует тема детей, да? С какого возраста вообще актуально тимирование? Насколько оно будет, скажем так, актуально в течение какого периода времени? Навсегда, да? А ведется ли такая статистика, что, к примеру, то есть тим это единица какая-то постоянная, она не может измениться там, в течение жизни, в течение каких-то Вы как-то периодов? так к этому подходите, как хиромантия. У меня несколько лет ушло на то, чтобы выяснить, как он закладывается. Закладывается он при беременности. Мамкой сумасшедшей. Что она думает о мире, то под этот мир формируется вот то это. есть не генетика, это что-то Не, я говорю, это софт. Это софт, который кладется на генетику. И я вот как раз буду завтра это все читать, но это для тех, кто уже диагностику. Я посвященка, видимо. Вот. Значит, он, конечно, не меняется, потому что негде отформатировать эту голову или не знаю что, и снова там что-то заложить. Он не меняется. Хорошо, а с какого возраста это актуально? Потому что когда проходишь тестирование, да, грубо говоря, ну, в том формате, в котором у меня это проходило, тебе задают такие вопросы, где надо, в принципе, немножко осознавать, кто ты, что ты любишь и как. Вот только что мы 3 этих совершенно малышей откипировали, совершенно несознательно. Значит, нет, есть методика. Да, есть методика. По которой, значит, мамка должна написать свои там переживания во время беременности, не медицину и не 3 тома, а полстраницы. И никакой медицины, чтобы там стул, там идет гемоглобин, вот это все фигни не надо, а надо как бы вот обстановка, как она вообще, чем занималась. Вот. И обязательно прямую речь, обращенную к ребенку, мысленно и это, я ему говорила, ты засранец меня опять на печенку наступил. Десятки тысяч отчетов, что я только там не читала. Вот. И этого, значит, перед типированием, значит, это все заслать, а ребенок должен разговаривать, потому что речь важна. Он может, например, сказать, что я не хочу с вашими тетками разговаривать, вообще, мам, пойдем есть конфеты, а больше я тут сидеть не хочу. Ладно, лишь бы он мог вот фразу связать. Поэтому где-то лет с 3 вот тогда сделать. То есть главное, чтобы была какая-то речь более не связанная. Ну, мама должна написать отчет, чтобы мы не запутались там. Ребенка надо посмотреть, потому что он очень многое сам показывает. Особенно такие вот малыши, как раз вот в школе, ну, вот эти вот без 10, они такие прозрачные. Потом начинается подростковый период, там Специальные шаблоны какие-то накладываются.
Человек меняется 4 раза в соответствии, значит, со слоями модели. И он, конечно, не узнаваемый становится. И именно в 15 лет у него такая перемена наступает, каким он не будет больше никогда. Поэтому в это время он захотел профориентироваться куда-то по жопе, значит, и обратно, туда, как должен. Вот, но, ну вот, собственно, и все. Но тип это навсегда. Я услышала. И еще такой вопрос, я вот сейчас еще немножко помыслю. А если такая практика, может быть, ну не в России, а где-то, может быть, за границей, или соционика это чисто вот история СССР, да, грубо говоря, ну я так немножко почитала по созданию этой науки, или она только... Знаешь, вот людей, которые на называют себя СССР? социониками, и вам тип вешают за деньги, их до хрена везде. То есть много. А если такая практика, что, к примеру, строит образовательный процесс, ориентируясь на, например, на тим ребенка? Так, значит, я женщина старая, интровертная, меня просто не хватает. Старая вы, да? Да. Если бы мне, кто-нибудь дал столько ресурсов, что я могла бы завести вот такую альтернативную академию соционики и там разрабатывать, то я, в принципе, у меня есть кому поручить. Разрабатывать там и даже дошкольные какие-то программы, и школьные, и у меня есть, собственно, книжку я написала, как должно происходить воспитание, образование и школьная программа. У меня когда был приступ трудолюбия, я это все изложила, систематизировала, изложила. Она существует. Вот. Нет ресурса, нет сил, вообще мне 75 лет, и я вообще не могу брать на себя какие-то, знаешь, там 20-летние срока программы. Но есть кому поручить. Вот. То есть это все возможно. На практике это не реализовано? На практике я просто учу людей. У меня пока задача, понимаете, если бы у меня был какой-нибудь, как Илон Маск, например, такой партнер, который мог бы, так вообще тут, приличное слово сказать, так бы он разговорился тут вообще в прессе и везде, что люди бы, как ему, понесли миллиарды, чтобы он красную машину на Марс запустил. Вот человечеству большая польза. Но вот сумел же он как-то народ сагитировать, ему миллиарды принесли. Вот если бы у меня был такой человек под рукой, который бы собрал бы мне эти миллиарды, чтобы мы могли это просто сделать. Институт по переквалификации врачей. Фактически нужно сделать то же самое, что было с информатикой. Кто постарше, тот помнит, информатики не было. А потом она стала. В школе откуда-то учителя появились. Дети знали лучше информатику, чем учителя, а теперь они все-таки учителя приличные появились. То есть опять за одно поколение в культуру внести какие-то знания можно.